ты сколько ей лет здесь? 23. Девушка заканчивала техникум, нашла новую работу, строила большие планы на будущее. Но вечером 8 июля 2012 года ее жизнь оборвалась. Она возвращалась домой со студенческой вечеринки, стояла, ждала на остановке автобус. И тут рядом остановилась машина. Как спустя 8 лет следователи установили, за рулем был ее однокурсник Алмаз Бурганов. Предложил подвезти, и девушка согласилась. Он жил в том селе, где она училась, правильно? Ну, рядом, деревня почти. Рядом. То есть она его тоже не знала, да? Вместе учились они. А он во время процесса никак не объяснил, почему вот он это совершил? Согласно уголовному делу, по дороге Бурганов решил изнасиловать свою попутчицу. Свернул в сторону леса. Девушка испугалась, выпрыгнула из машины и тут же попала под колеса. Правда, мужчину это не остановило. Он попытался изнасиловать девушку, однако получил отпор. Тогда накинул на нее веревку и задушил. А он прощения вообще у вас просил во время процесса? Нет. Ни во время следствия, ни во время процесса? Нет, он не такой. Убедившись, что девушка мертва, мужчина снял с нее золотые украшения, взял ее мобильный телефон, фотоаппарат и уехал. Найти подозреваемого долго не удавалось. Полицейские допросили более 100 человек, сделали множество тестов ДНК. На след Алмаза Бурганова удалось выйти только в 2020-м. На ногтях убитой обнаружили его запах. Преступления были совершены в 2012 году, значит, и спустя продолжительное время липидные запаховые клетки были найдены в 2020 году. Задержание для Бурганова стало полной неожиданностью. Мужчина напал на полицейских, одного из них ударил кулаком в лицо. Свою вину не признал. Его версия событий такова, что он 8 июля 2012 года, то есть в день происшествия, с девушкой не встречался. Алмаз Бурганов все же предстал перед судом. Его надежды на оправдание стали присяжные, но они вынесли единогласный вердикт – виновен. Верховный суд определил срок наказания и приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще 1,5 миллиона он должен уплатить матери погибшей в качестве компенсации морального вреда. Айрат Назипов, Елена Саляхова, Наиль Абдулин, вызов 112.